В эфире субботний выпуск новостей Сапшала, и с вами я, Рада Чачава. Здравствуйте! Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Сегодня в выпуске роль женщины. Профессор кафедры журналистики АГУ Екатерина Бебия вместе со студентами кафедры приняла участие в конференции в Черкесске. Вечер музыки. В Государственной филармонии впервые выступили композитор, пианист Мурат Кабардоков и клевер-квартет. Искусство для всех возрастов. Юная труппа детской творческой студии «Мое время» Нары Пилия получила приглашение выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Профессор кафедры журналистики Абхазского государственного университета, член Союзов журналистов России и Абхазии, председатель Совета женщин Абхазии при Всемирном Абхазо-Абазинском конгрессе Екатерина Бебия и студенты второго курса журналистики Мадина Амичба и Саида Харазия приняли участие в конференции в Черкесске. Тема конференции, проходившей 30 ноября, «Женские советы на современном этапе. Региональные практики». Екатерина Бебия выступила с докладом «Роль женщины в сохранении традиций и культуры малых народов». Мадина Амичба и Саида Харазия в качестве молодых журналистов освещали мероприятие. После этого они встретились с журналистами телерадиокомпании Карачаево-Черкесии и Дома печати Черкесска. По словам организаторов, данная конференция направлена на закрепление семейных устоев, поддержку традиций и уважительного отношения к женщинам и акцентирование общественного внимания на особой роли матери в жизни человека. Организаторы конференции АНО – Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса и Координационный совет женских советов абазинских аулов. В Государственной филармонии имени Раждена Гумба впервые выступили композитор, пианист Мурат Кабардоков и клевер-квартет. Наша съемочная группа встретилась с музыкантами перед концертом. Как прошло дебютное выступление артистов на абхазской сцене и какой сюрприз музыканты подготовили для зрителей? Смотрите в нашем репортаже. Иоганн Гёте, немецкий поэт и драматург, писал, что величие искусства яснее всего проявляется в музыке. Обесценивать значимость иных видов искусства не хочется, но стоит признать, что музыка способна творить чудеса. И жители столицы нашей республики могли убедиться в этом лично на концерте композитора, пианиста, заслуженного деятеля искусства Адыгеи, народного артиста Кабардино-Балкарии Мурата Кабардокова и Санкт-Петербургского клевер-квартета. Мы познакомились в Фейсбуке с Эсме Чени, насколько я знаю, художественный руководитель филармонии. И с тех пор как-то обсуждали возможность творческого сотрудничества, а потом 2 года назад впервые приехал. Впервые после долгого перерыва в Абхазии на отдых пришел в филармонию, увидел концерт, я был на концерте деятелей искусств. И мне захотелось выступить здесь. И Эсме это было тоже интересно. И вот в сотрудничестве с ней, с филармонией, мы решили сделать в рамках нашего тура, так как мы ездили на Кавказ, и сделать и в Сухуми тоже. Программа концерта весьма насыщена. Это и авторская музыка самого композитора, и академические произведения, и музыка, сочиненная им для известных кинокартин. Как рассказали музыканты, в программу вошли фольклорные композиции, навеянные историей Кабардино-Балкарии, и народная русская музыка. Авторская музыка моя, музыка к фильмам, музыка к спектаклям, обработки народных мелодий и обработки музыки других композиторов, выдающихся великих. Мусорского есть фантазии на тему Мусорского. И все это в исполнении с клевер-квартетом, со струнным квартетом и фортепиано. Учитывая, что это вся моя музыка, мы, конечно, продумывали драматургическую программу и продумали, что я считаю, что если нам интересно, то и слушателю будет интересно. То есть это и фольклорные мотивы, адыгские, русские, и сегодня будет еще один сюрприз. И киномузыка, которая почти всегда интересна слушателю, потому что она зримая, ее можно представить. И в этом плане мы и продумали. То есть еще и, конечно, порядок произведений, конечно, продумали тоже драматургически. Это сложно объяснить, это надо услышать.
Выступать преимущество с музыкой Мурата Кабардокова. В основном это будет его музыка авторская, и также будут аранжировки национальной музыки Кавказа, Кабардино-Балкарии. Сегодня мы еще сыграем аранжировку абхазской национальной мелодии. И это будет в академическом стиле, киномузыка, живое звучание. Зрители ждут однозначно эмоции и, можно сказать, цельная большая история, которая состоит из различных историй, разного настроения, разных эмоций. Можно будет и погрустить, и повеселиться, и я уверен, что даже подвигаться. Музыканты подготовили для жителей Абхазии, встретивших их столь радушно, небольшой сюрприз – традиционную абхазскую мелодию в инструментальной аранжировке. Как рассказал участник клевер-квартета Григорий Татаев, идея адаптировать местную культуру для инструментального классического звучания возникла внезапно и была воплощена в жизнь буквально за один день. Я сделал обработку известной абхазской мелодии «Азамат», и она прозвучит в инструментальном виде, с квартетом, с фортепиано. Я надеюсь, зрителям, слушателям понравится эта версия. На предыдущих концертах мы почувствовали, что нам не хватает закрепления связи с публикой. И буквально сегодня ночью, пока мы ехали сюда, мы попросили нашего композитора написать музыку абхазскую, то есть аранжировать абхазскую мелодию, что он и сделал. Сегодня нас всех ждет сюрприз. Я надеюсь, это будет хорошим таким завершением тура и началом добрых отношений с публикой Абхазии, публикой Сухума. Совместная творческая работа Мурата Кабардокова и клевер-квартета не только оригинальна, но и крайне интересна. Мурат Кабардоков – молодой композитор, победитель конкурса композиторов «Партитура» 2020 года. Он активно работает не только над классическими произведениями, в числе которых опера и балет, но и сочиняет музыку к спектаклям и кинофильмам. Одним из самых известных произведений автора стал саундтрек к фильму режиссера Александра Сокурова «Франкофония», а клевер-квартет – музыканты, на счету которых десятки альбомов и саундтреков к различным фильмам и спектаклям, лауреаты международных конкурсов. Подход всех артистов, которые представили Сухуму свое творчество, не может не увлекать, как минимум из-за большой любви к своему делу каждого участника. Это все очень сложно исполнять качественно. И для этого, для классической музыки не нужна фонограмма, которая будет одинаково звучать в любом зале. И в момент, когда звук плохой, это влияет на слушателя. Когда исполнитель плохой, это влияет на слушателя. Музыка может быть гениальна, но исполняет плохо, и тогда будет очень плохо звучать. И, то есть от нас это тоже зависит. И мы стараемся, чтобы подача материала была насколько возможно качественной и энергетически наполненной. И в случае с клевер-квартетом я просто уверен, что квартет, когда его услышишь, этот квартет, то ты в следующий раз пойдешь на классическую музыку. В преддверии концерта музыканты поделились ожиданиями от предстоящей встречи с жителями и гостями абхазской столицы. Получение удовольствия друг от друга. Для меня самый важный момент, чтобы люди просто убрали свои стереотипы и просто слушали друг друга, слушали нас, мы тоже их чувствуем. От сегодняшнего концерта я ожидаю теплого приема, и мы постараемся выдать по полной. Это наш завершающий концерт тура, и я надеюсь, что сегодня он пройдет великолепно, и мы сможем завоевать расположение публики. Я ожидаю совместных эмоций со зрителем. То есть эта энергия должна создаваться вместе. Композитор свое дело уже сделал, и он будет, слава богу, с нами играть лучше, чем никто не сыграет его музыку. Ну и вместе со зрителем мы должны создать какую-то совместную энергию. Григорий Татаев – уроженец братской для нашей республики Южной Осетии. Он рассказал, что впервые побывал в Абхазии. Очень приятно, что я впервые побывал в Абхазии. К сожалению, времени на настоящее знакомство с культурой Абхазии у меня нету, я имею в виду вообще с Абхазией, но уже при первый взгляд уже показывает то, что республика очень продвигается вперед. Народ Южной Осетии, народ Абхазии – это братские народы. Мы
проезжали места, где стоят памятники героям Осетии, героям Абхазии, которые сплотились тогда. И, конечно же, я очень рад, что здесь в первую очередь добрые лица у людей, у всех улыбки на лице. Очень нравится ваша природа, очень нравится, как вы обустраиваете город. Как рассказала Белла Агрба, поддержавшая музыкантов в организации концерта, идея приехать в Абхазию была реализована на собственные средства Мурата Кабардокова и благодаря сотрудничеству с Государственной абхазской филармонией. Что касается моей непосредственно работы, скажем так, участия, это абсолютно на добровольных началах. Я знакома с его творчеством уже достаточно давно, мне интересно его творчество, я за ним слежу, и я постараюсь со своей стороны привлечь таких же людей, не безразличных к классической музыке, не безразличных к такому вот содержательному и скрупулезному музыкальной деятельности, для того, чтобы все-таки наше будущее поколение могло как-то опираться на качественный музыкальный материал, дабы развиваться эстетически. Концерт, прошедший теплым ноябрьским вечером, собрал множество ценителей не просто инструментальной музыки, но и авторского подхода, оригинального и захватывающего звучания музыкантов, которые в действительности подарили гостям маленькое чудо искусства. Рада Чачава, Инал Гвинджа, Заур Кварча, Абхазское телевидение. В Сухуми на сцене Русского театра драмы с интересным и оригинальным спектаклем выступила юная труппа детской творческой студии «Мое время» Нары Пилия. Молодые актеры, возраст которых от 5 до 11 лет, по-настоящему увлекли зрителя и получили приглашение выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Подробнее о спектакле, первых гастролях маленьких артистов и жизни творческой студии в нашем репортаже. В детской творческой студии режиссера театра и телевидения Нары Пилия время пролетает незаметно, а атмосфера не только захватывает, но и покоряет любого посетителя. Дети, посещающие мастерскую, непосредственные, харизматичные, яркие и явно наслаждаются всем, что делают. Например, играют на большой сцене одного из главных театров страны. Получилось так, что нам предоставлена была возможность выйти на большую сцену Русского драматического театра имени Искандера. Я безумно благодарна директору за это и за предоставленную техническую возможность, и за все то, что было подготовлено для работы этого спектакля. Зал собрал большое количество детей. Я ушла в зал к зрителям, оставила свою молодую труппу, просто сказала: все в ваших руках, я сделала все, что могла в мастерской. Дальше вы сами. Сидела, и первое, что меня очень напрягало, что много детей в зале и много шума. Ну, естественно, да, то есть сиди. Я думаю: Господи, смогут ли они, мои, выйти, включить зал и удержать? Я вам должна сказать, просто вот у меня волосы дыбом, 1,5 часа в зале была тишина вообще. Хлопки, смех, радость, волнение, переживание и никакого отвлечения на что-то другое. Я реально сидела и наблюдала. И это говорит о том, что они сделали спектакль. После успешного выступления мастерской Нары Пилия поступило неожиданное, но очень интересное предложение – выступить в столице России. Летом, когда мы еще в мастерской давали для зрителей спектакль этот же «Жизнь – это море» по Хармсу, то нас увидела молодежь, которая учится у нас в Москве. Они посетили спектакль, и вот когда узнали, что мы выходим здесь на большую сцену,
с энтузиазмом решили сделать нам предложение выехать в Москву. Естественно, приняли это предложение. И вот 9 числа, то есть, представляете, да, все это за короткий срок, и буквально за вот полмесяца нет, как это все у нас вот так вот закрутилось. Мы выходим уже на московскую публику. Нас в этом поддерживает посольство Абхазии в Москве, диаспора Абхазии. Не только Москва будет встречать юных талантливых ребят из солнечной Абхазии. Северная столица России также примет молодых актеров. Пока мы разговаривали с Москвой, пока мы там в Инстаграм выкладывали какие-то ролики, поступил звонок с Питера. А давай и к нам. Диаспора Санкт-Петербурга абхазская буквально за пару дней отзвонились мне и говорят: мы вас ждем 12-го, полный зал в размере, там, не знаю, 200-300 человек готов вас принять. Нара Пилия поделилась, что жизнь и творчество Даниила Хармса в постановке спектакля играют важнейшую роль. Через простоту языка автора получилось передать со сцены глубокие смыслы. Ясное дело, что Хармс, да, считается детским писателем. Его стихи достаточно легкие для восприятия и воспроизведения детям. Все. И, конечно, это мне дало возможность, сейчас грубо будет сказано, но использовать эту легкость поэтическую для того, чтобы зрителю сказать немножечко о более важном и глубоком. И были вкрапления в этот спектакль довольно серьезные, которые опирались мы на его дневники, на его цитаты и так далее, и так далее. Дети, как рассказала Нара Пилия, в действительности загорелись идеей спектакля. Их увлекла не только возможность созидать на сцене, но и процесс подготовки. Принципиально не предлагать откровенно и не требовать чего-то от своего лица. Я влюбляю их сначала в тему, а потом от избытка чувств они начинают вместе со мной творить декорации, творить какие-то мизансцены, рождать какие-то идеи, самые бредовые и так далее, и так далее. Мы ничего не отметаем, у нас нет конфликта там и так далее. У нас все время идет такой процесс диалога, диспута, там, решения там, и всего такого. Что воспитывает в них безумную ответственность, коллективизм, вот это важно, поддержку. И вот все те качества, которые им впоследствии, да, по этой жизни очень важно будет иметь и справляться. В творческой мастерской царит по-настоящему живая атмосфера, в которой дети получают возможность творить, обучаясь и обучаться, воплощая собственные идеи в жизнь. Нара Пилия рассказала, что главной целью создания этого пространства творчества 11 лет назад было желание приобщить детей к культуре и развитию как практических навыков, так и нравственных качеств. Мастерская нацелена изначально была на то, чтобы больше вносить в массы и в детей культуру, развитие, моральные ценности, духовные ценности. Не стояла идея, ни в коем случае не стоит сегодня, делать из них актеров. Цель и ценность этой мастерской в том, на мой взгляд, что они здесь учатся любознательности, возможности что-то открывать самим, иметь базу, да, толчок, где вроде как все созревает для того, чтобы любознательность развивалась и раскрывалась впоследствии. Творчество в лучшем своем проявлении учит нас любить, во всем видеть нечто особенное и уникальное, ко всему прикипать сердцем и во всем и всегда пытаться разглядеть что-то хорошее.
Совсем юные умы, созидая и творя, с самых ранних лет осваивают эти важнейшие навыки. Творческая мастерская может предложить детишкам множество занятий по самым разным направлениям. Учатся любить все. И плохую погоду, и хорошую погоду, и порезанный пальчик, и там, я не знаю, конфликт между собой какой-то. Решать и видеть в этом оптимистическую ноту. Я разговариваю с ними абсолютно как со взрослыми, но на их языке. Сцен речи, актерское мастерство, азы, понятное дело, да, ритмика, пластика, знакомство с музыкой, нейрографика. Ну, это как бы такая, сейчас я не хочу обозначать, что это система Станиславского. Все так, чтобы дети могли внутренне раскрывать все свои потенциалы. Молодые артисты, уже вышедшие однажды на сцену, поделились с нами не только впечатлениями от столь яркого опыта, но и ожиданиями от предстоящей поездки в Россию, любимыми занятиями в мастерской и своими планами. Если честно, первое ощущение, когда я вот вышла на сцену, я боялась, что маленькие могут что-то запутать, в том числе и я. Что кто-то может что-то текст забыть. Но было страшно, есть немного такие были моменты, когда было страшно. Но я в тот же момент я была и уверена, что мы все сделаем, как будет, все будет хорошо, то есть как бы никто не забудет текст. Кем я хочу быть? Я хочу заниматься. Вообще сначала у меня были планы. Почему-то, я не знаю, хотелось мне быть учителем начальных классов. Да даже у меня сейчас такое есть. Но вообще вот хочется сначала учителем, а потом уже на актрису пойти. Да. Еще также в планах у меня есть сняться в каком-нибудь фильме. Хочется, конечно. Понервничаю, а потом все, прям как на репетициях. Вот. Будто бы я вошла в режим, прям вот я кайфую, будто бы от своей работы, вот так вот. Мне очень нравится, и я даже планирую стать актером и хочу сниматься в фильмах и стать очень знаменитой. Мы учим там стихи, как мы вместе там придумываем, кто куда идет, потому что мы это, не режиссер прям все придумывает, мы даем какие-то идеи, если нас просят, и иногда, эти идеи вписываются в спектакль. Это весело, развивает, и чем больше у меня появляется друзей, тем я становлюсь крепче, и меня это очень сильно радует. Ты волновался перед выходом на сцену? Нет, у меня было все под контролем, а у них не знаю. Ты хочешь быть режиссером? Да. Мне очень сильно понравилось. Мне тоже. Мне тоже. А что больше всего понравилось? Нам понравилось, мне понравилось, когда мы говорили вруна. А мне понравилось Стёк. Стёк. Своя роль. А тебе? Мне все понравилось. Вы давно ходите в мастерскую? Уже давно. И что вам больше всего здесь нравится? Мне нравится чисто, как мы выступаем, репетируем. Мне все нравится. Мне нравится, когда мы тут играем. Мне нравится, как мы занимаемся, упражнения делаем. Нара Пили, отвечая на вопрос о самом главном в ее работе, без сомнений говорит – любовь. Возможность отдавать не только безграничную поддержку, тепло и внимание, но и обучать профессиональным навыкам, делиться опытом и умениями, чтобы самые юные жители нашей страны ежедневно влюблялись в культуру, искусство и саму жизнь. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Еще одна творческая победа талантливой молодежи нашей страны. Уроженка Абхазии, выпускница ВГИК Алиса Габлия представила на конкурс Министерства культуры России проект авторского фильма под названием «Три свадьбы и один побег». В центре сюжета абхазская семья, живущая на юге России. Проект получил частичное финансирование и вошел в список 60 лучших полнометражных, художественных и дебютных проектов. Также поддержку авторскому проекту готова оказать компания «Ростелеком» и онлайн-кинотеатр «Винг».
изъявивший желание транслировать фильм по завершении съемок, начало которых планируется уже летом 2024 года. Это кино о мечте, кино и о любви, и о подростковых амбициях, и о порой непростых взаимоотношениях детей и родителей, о поколении детей, которые выросли на стыке нескольких культур, сталкиваясь с различными патриархальными предрассудками, патриархальными причудами, и которые ищут свое место в этом мире. Для меня большая честь, что Министерство культуры Российской Федерации отобрало наш сценарий, несмотря на то, что было более 450 участников со всей России. Этот сценарий полон абхазского колорита, но сценарий выходит далеко за рамки одной культуры и будет понятен любому человеку в любой точке земли. У нас сложилась очень крепкая команда, у нас опытный кинопродюсер Анна Шалашина, талантливый режиссер-дебютант Кирилл Логинов, которому удается прекрасно создавать комедийных, теплых персонажей. И мы надеемся, что наше кино, наше доброе кино найдет отклик у широкого круга зрителей. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.